Всем привет! Мы в Палевицах, и здесь мы строим дом из клееного бруса. Дом с мансардным этажом размерами примерно 6,5 на 9,5. Особенность дома, что он из клееного бруса. Это такой декоративный премиальный материал, который не требует уже внутренней и наружной отделки. То есть надо строить очень деликатно, чтобы не попортить стены, да, не пошкрябать стены. Когда мы будем возводить, надо будет делать леса, никак не привязанные к стенам. То есть независимые. То есть ни одного гвоздя даже нельзя забивать в эти стены. Очень красиво. У нас клееный брус заводского изготовления. Все стыковочные элементы, они заводские. Частично работы по монтажу половых балок мы производим вручную. А так сборка идет как конструктор, да, как взрослый конструктор Лего. Сборка идет с самого сруба. Впиливаем половые потолочные балки и собираем кровлю. Вот такой загородный дом в ближайшее время будет. При входе нас встречает, сейчас покажу, крыльцо. Тут у нас планируется тамбур, котельное помещение, лестница. Дальше проходим в дом. У нас просторная кухня, гостиная и спальня. Да, все правильно. А на втором этаже у нас очень просторная спальня. Помимо красоты пиломатериала клееного бруса, я бы хотел еще показать вам технологию сборки. От чего зависит качество? В первую очередь для нашего клиента, которого здесь нету, но я считаю, надо быть убежденным, что здесь все круто. Обратите внимание, значит, забиты сваи. Дальше идет свайный оголовник. Хорошая гидроизоляция между бетонным элементом и деревянным, чтобы деревянный элемент не гнил. Гидроизоляция обязательно нужна, ее не забывайте при монтаже. Мощный брус. 200 на 200, на который уже будет возводиться основа дома, то есть сам дом. Стыковка. Все узловые элементы. Нигде не в воздухе, только на самих сваях. Вот посмотрите на этот узловой элемент. Стыковка идет четко с вертикальными пропилами. И все идет на свае. Дополнительно все зафиксировано строительными скобами и усиленными уголками. По всему дому, что очень важно. То есть у нас основа, вот эта самая нижняя, она неимоверно мощная. Это основа дома. На нее идет масса всего дома, и на нее опираются половые балки. То есть вот это все должно быть мощным. Вот у нас идет сборка дома. Нижний венец и второй венец стеновой. Между собой они связываются. Обычными нагелями такой брус не связывается. Он сухой. Следовательно, его надо стянуть вот такими элементами. Пружинные узлы, узлы силы. Также делается технологическое отверстие низкооборотистой дрелью и закручивается узел силы, стягивая брус предыдущим брусом. Между венцами обязательно укладывается утеплитель и уплотнитель. Вот он, который не впитывает влагу, является утеплителем и уплотнителем. Здесь все четко. Стыковка узловых элементов между собой, посмотрите, это заводские узлы. Они настолько плотно идет примыкание, вот посмотрите, бруса к брусу, что тут миллиметра нету. Тут нет даже миллиметра. В чем особенность вот этого клееного бруса? Он готовый. Это сказка, это круто. Посмотрите, какой четкий пропил по углу. Здесь внутренний пропил. Это же на станке все очень быстро делается. Ой, как аккуратненько, ой, как нравится. Он просто вот настолько миллиметр четко садится. Вот посмотрите, пожалуйста. Зазора 0 вообще 0, миллиметра нету. То есть нет, следовательно, продувания. Блин, классно, очень нравится. А сама эстетика какая? Хочу отметить, пока не ушел, про половые балки. Балки мы применяем тоже мощного сечения. Это 100 на 200, большое сечение. Не прогибаются на пролет в 4,5 метра.
У нас здесь с очень большим запасом все. Что у нас пролет около 3 метров, 3 с копейками. И позволяет сделать утепление в 20 сантиметров. Хорошо, давайте сейчас обратим внимание вот на это все поле. Смотрите, сколько пиломатериала. Готового пиломатериала. Это стеновые комплекты. Домокомплект подписанный уже. И мы его по инструкции собираем. Вот такая мощная инструкция, толстенькая. Идет сборка каждого венца. Вот они такие красивые уже лежат. Прошу обратить внимание. Четкие, красивые. Есть нюанс. Они 9-метровые подчас бывают. Это очень тяжелый. 20 сантиметров на 9 метров. Это очень тяжело даже втроем поднять. Один брус. То есть есть минус, он тяжелый. Даже в сухом виде. Тяжелый, но красив. Это получается 9 метров. Вот он. Одна стена пошла, красивая, смотрите. Никаких внутренних стыковок, где-то вот из кусков такого нет. Цельная. По-моему, до 11 метров можно создавать стены. Главное довести. Блин, и главное поднять. Придется кран использовать. Смотрите, какой длинный брус. Сразу с пропилами под стыковку, там, под комнаты. Масштаб той сложности, которую я говорил. Вот, например, на примере этой пачки. И здесь несколько. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 метров пиломатериал, который надо носить вручную. И это очень тяжело. Это очень тяжело. Есть нюансы. И причем это надо делать деликатно. Это чистовой материал. Красивый материал. Аккуратненько еще носить надо. Как видите, старт стройки у нас довольно успешный. Хороший пиломатериал, ну и весьма качественная работа. Мы постараемся показать вам весь процесс строительства дома. И есть что показать. Будем рады ответить вам на все вопросы. Пишите смело. Расскажем об этом материале более подробно. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Очень рад работать с этим материалом. Очень приятно строить дом из клееного бруса. И мне самому будет приятно увидеть его уже буквально через несколько недель, через 3 недели в готовом уже исполнении. Вот этот самый дом. И показать вам. Так что встречаемся в следующих выпусках. Будут вопросы, пишите в комментариях. Если что, звоните. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Записывайтесь на консультацию, буду рад вас видеть. Все, до встречи. Пока-пока.